Закончив Московское высшее военное общевойсковое командное училище, трое наших земляков, став лейтенантами, вернулись на родину перед службой в вооруженных силах России. Свои 22 имеет офицерское звание и должность командиров взвода, в подчинении которых 30 солдат. 4 года назад, еще школьниками, они решили пойти по военной стезе и не пожалели. Для семьи у меня военных нет, все гражданские, все работают преподавателями, учителями. Ну вот я хотел быть первопроходцем именно в военной сфере. Мне нравилось то, что с детства нравилась военная дисциплина, естественно, оружие и боевые машины. Всегда интересовала военная служба. Всех троих родители в выборе военной профессии поддержали и теперь горды. После окончания училища парни трудоустроены. 25 мая они заступят в веренные им части. Абдулмалик Челиев будет служить в городе Кяхта, рядом с границей России и Монголии. Самур Эссиев направлен в город Борзя командиром штурмового взвода. Руслан Китиев отдавать свой долг родине планирует во Владимирской области в городе Ковров. Его задача будет состоять в подготовке младших специалистов на БТР и БМП. Каждый из них прошел нелегкий студенческий путь, учебным процессом остались довольны, освоили все виды оружия и боевой техники, были обеспечены довольствием, обмундированием, а на втором курсе после подписания контракта начали зарабатывать деньги. За второй курс нам платят за учебу нашу, и все. То есть, в среднем 1015 рублей, с учетом того, что нас одевают, кормят, поят, и мы там же живем, спим. В принципе, на третьем курсе уже нам дают возможность сдать ФИЗО, подписать секретку, уровень секретности дают, и уже получаем намного больше денег, 20-25 тысяч. В высшем военном образовательном учреждении их научили быть самостоятельными. Ребята получили 2 профессии. Теперь они не просто лейтенанты, а лейтенанты-кремлевцы. Московское общевойсковое командное училище считается одним из самых престижных военных вузов страны. Им предстоит отслужить еще 5 лет в армии с начальной ежемесячной заработной платой 80 тысяч рублей. Контракт заканчивается через 5 лет. Думаю, ближе к этому времени уже пойму, буду ли я его дальше продлевать, либо уйду с военной службы. Но на данном этапе, на данный момент, я думаю, что не буду заканчивать военную службу, подпишу контракт дальше и буду служить. В училище мы обучаемся 4 года, и училище нам дает 2 образования. Одно военное, другое гражданское. Гражданское образование – это специалитет, менеджмент, управление персоналом. Также востребован, в принципе, в России. Можно найти работу. Думаю, есть все возможности даже при уходе с военной службы. Человек не потеряется, он будет востребован. Может, кто-то из них дослужится до генерала и займет место на ингушской доске почета. Первый шаг они сделали, все зависит от дальнейшего проявления их воинских качеств. В то время, когда поступал я в военное училище, в московском училище, как будем говорить так, я не знаю ни одного ингуша, который там обучался бы. Мы заканчивали, все ребята, которых я знаю, они заканчивали Орджоникидзевское общевойсковое, заканчивали, кто-то поступал в Дальневосточное, но в московском вузе никто не учился. На сегодня ребята сказали о том, что очень много ребят из нашей республики обучается там. Когда они поступали, учились, когда выпускались, сейчас выпустились, ребята остались. Надеюсь также, что и сейчас те, кто пожелает из ребят, смогут поступить и обучаться в военно-учебном заведении. Не только в московском, но и в любых других военно-учебных заведениях Российской Федерации. Попытать свою удачу и связать жизнь с военным искусством в офицерском звании может каждый гражданин республики. После окончания школы у призывника есть возможность обратиться в военный комиссариат и оставить заявку на получение места в любом высшем военном училище страны. Пополнив офицерский состав, они будут обеспечены всеми льготами и денежными довольствиями от правительства России. Любой юноша, окончивший учебное заведение, которое сейчас заканчивает, он может обратиться в военный комиссариат муниципального образования, там, где он проживает. Ему дадут перечень учебных заведений, в которые он может поступить. После того, как он выберет то или иное учебное заведение, ему скажут, первое, что какие вступительные экзамены, что там необходимо. Второе, это ему дадут перечень документов. Он собирает перечень документов, ему оформляется в военном комиссариате
личное дело, и личное дело направляется в военно-учебное заведение. А после рассмотрения его кандидатуры уже сообщают, когда будет экзамен, когда ему прибывать. Баллы по ЕГЭ здесь не главные. Основными показателями для поступления считаются физическая и психологическая подготовка. В основном задания экзаменов будут состоять из тестов на смекалку и быстроту реакции, с чем у наших ребят проблем не возникает. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.